Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Министр сельского хозяйства Беслан Джоупо посетил объекты сельхозназначения в Гулрыбском и Ачамчирском районах. В Сухуме благоустраивают дворовые территории. Проект финансируется из республиканского бюджета. Завершился второй международный музыкальный фестиваль. Впервые в Пицунском храме прозвучала китайская скрипка «Ирку» и «Ауардын» в исполнении российских артистов. Министр сельского хозяйства Беслан Джоупо посетил объекты сельхозназначения в Гулрыбском и Ачамчирском районах, частных предпринимателей, занимающихся разведением мидий и устриц, а также предприятия по производству компотов «Араду» и плантацию, где выращивают арбузы. Беслана Джоупо проинформировали о работе предприятий, показали технологии производства, рассказали о проблемах. Министр дал высокую оценку деятельности предпринимателей, подчеркнув, что бизнес, который организовывается без государственной помощи, может рассчитывать на поддержку руководства страны. Репортаж Алики Трапш. Первый объект, который посетил министр сельского хозяйства Беслан Джоупо – ферма по выращиванию мидий «Тамыш Бионд». Вот уже 3 года, как индивидуальный предприниматель Владимир Кутелия в родном селе Тамыш выращивает моллюсков. В километре от берега размещены буйки, к которым привязаны специальные нити с якорями. Именно на них и нарастают мидии. Относительно недавно предприниматель закупил новое судно весом 6 тонн. На нем он подплывает к мидиям. В этом году производители начали продавать свою продукцию. После сбора мидии тщательно моют. Мелких моллюсков, оставшихся после чистки, отправляют обратно в море, а собранных хранят в специальных холодильных камерах. В будущем на предприятии планируют расшириться и выращивать устриц и креветок. Мы были здесь пару лет назад, совсем примитивно, на лодке, там с поплавками. И сегодня вот вы видели, что уже конструкцию построили, уже имеют плавсредства обозначенные, которые могут работать. И масштабы уже другие, и темпы роста тоже у них пойдут дальше. Я думаю, что это большую перспективу имеет. У нас в Абхазии есть проекты, которые перспективы даже еще большего масштаба по морепродуктам. Это необходимо развивать, потому как мы курортная страна. И думаю, что эти ребята хорошим делом занимаются. И мы, посмотрев, мы обещали в следующем году включить их в программу, оказать помощь по оборудованию. И, возможно, невозможно, скорее всего, мы им поможем. Затем Беслан Джоупо посетил предприятие «Абхазские сады» по производству джемов и конфитюров в селе Араду. Предприятие работает более 8 лет. Если раньше выпускали джемы, то сейчас ассортимент продукции увеличился. Продукцию отправляют на экспорт в Россию, а также на внутренний рынок. На предприятии работают порядка 20 человек, все местные жители. Мы стараемся увеличить ассортимент. Появились компоты 2 вида. Фейхо, кизил, как видите. 2 вида сока появилось, апельсиновый, мандариновый сок. Делаем ассоцбал натуральный. По чуть-чуть ассортимент увеличиваем, чтобы база клиентская уже могла выбор какой-то делать при покупке такая продукции. Продукция на внутреннем рынке платит. Да, есть она, да. Эти мероприятия, они же у вас берут. Да, везде да, они да. востребованы, сейчас и не везде найдешь. А в селе Акуаска Ачамчирского района сельчане своими силами занимаются выращиванием арбузов. На территории 3 гектаров выращивают несколько сортов ягоды. Во время ливневых дождей фермеры понесли большие убытки. Более 1000 лунок пострадало. Фермерам пришлось заново вспахать землю и посадить семена. В общем, ожидают порядка 40-50 тонн урожая. Оборот ввели новые земли. То есть это то, что не использовалось, то, что приветствуется министерством, властями, то, что говорит всегда президент, что надо вводить всегда в оборот наши земли. Это небольшое, но тем не менее предприятие своими силами выращивают арбузы. Потом здесь осенние паводки им помешали, но тем не менее они справились с этим, возобновили. И вот сегодня, видите, прекрасное поле и прекрасная продукция. Вот ожидание, через неделю уже продукция на рынке будет. В селе Пшав Гулрыбского района на территории 7 гектаров планируется строительство завода по переработке фруктов. В основном акцент делают на цитрусовые. В настоящее время работы произведены по подготовке территории к строительству завода. Его запуск запланирован на 2025 год. Мандарины будем принимать, мы будем принимать лимоны, мы будем принимать апельсины. Но, как правило, большинство объема у нас это мандарины, около 20 тысяч тонн. Да, вообще фабрика рассчитана на 20 тысяч тонн переработки мандарин у населения. Полностью покупать мандарины, сортировать по калибрам, хорошие мандарины отправлять на продажу в сети России.
Весь нестандартный мандарин мы его моем, натуральный отжим делаем. Натуральный отжим мы разливаем по линии в стеклянные бутылки для наших и для экспорта, и для внутреннего рынка пользования, так как у нас много туристов, и чтобы они пробовали наш местный продукт. С отхода хотим попробовать делать пектин и еще дополнительно делать эту пульку для кондитерских фабрик, так как здесь будет стоять холодильники. И все, да. Ориентировочно фабрика рассчитана на половину урожая Абхазии. Далее Беслан Джопу посетил предприятие «Абхазпродэкспорт». На протяжении 10 лет оно помогает реализовывать продукцию местных фермеров – мандарины, апельсины, лимоны, хурму, фейхоа, киви и другие виды культур. Генеральный директор предприятия Лаша Ардзенба рассказал о проблеме, с которой они сталкиваются не один год. Некачественное напольное покрытие предприятия не позволяет работать в полную мощь. Мы не можем все мощности задействовать, мы не можем работать полноценно. Вот, это нас очень сильно притормаживает, это портит наше холодильное оборудование, потому что пол крошится, пыль поднимается. Вот, постоянно мы меняем, заменяем, постоянно мучаемся с холодильным оборудованием. Это портит нашу погрузо-разгрузочную технику, то есть мы даже не можем закупить, потому что смысла нету. Вот, мы не можем хранить еще такие нежные, допустим, как ягоды, такую продукцию, потому что тоже пыль поднимается, и не все хотят класть. И очень много фермеров, очень много там фирм и предприятий, которые из-за этой проблемы не хотят с нами сотрудничать. Вот. И это уже тянется много лет, там порядка с момента основания вот этого предприятия. Вот, уже более 10 лет вот эта проблема не дает полноценно функционировать. За прошлый сезон на предприятии переработали 400 тонн продукции. Увеличить эту цифру, не устранив проблему с напольным покрытием, сложно. Замена нового покрытия, соответствующего всем стандартам, обойдется в более чем 10 миллионов рублей. Министр сельского хозяйства Беслан Джопу отметил, что в бюджете Минсельхоза на эти цели деньги не заложены. Правительство рассматривает вопрос передачи предприятия в аренду в частные руки. Альга Тарх, Фатима Гергия, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. 747 миллионов рублей налоговых платежей поступило в бюджет страны в июле текущего года. Выполнение прогнозных показателей составило 117%, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам. За 7 месяцев в бюджет республики поступило налоговых платежей 2 миллиона 934 тысячи рублей. При плане 2,5 миллиона. Выполнение составило 116%. По улицам Айтгыла, Рабасария и Ардзенба идет благоустройство дворовой территории. Работы ведутся по поручению президента за счет средств республиканского бюджета по графику, а по улице Ардзенба они почти завершены. Про строительный бум в репортаже Ульяны Рожковой. Лето не только самая жаркая пора в плане погоды, но и по благоустройству дворов и прилегающих пространств. С начала августа этого года сотрудниками подрядной организации ведутся работы по благоустройству дворовой территории на улицах Айтгыла и Басария. На сегодняшний день демонтируют старое асфальтовое покрытие. Жителям домов номер 29 и номер 14 теперь будет удобнее передвигаться по территории дворов. Здесь также будут заменены ливневые стоки, что убережет от затоплений. Говорить о том, сколько выполнено, рано пока. Планируется, что здесь укладка бетона. Дальше будет производиться устройство лотков ливневых, которые будут подключаться к существующим городским сетям ливневой канализации. Здесь проблемы у них с водой, когда дожди, поэтому предусмотрели такую систему. Стоимость работ на данном участке составляет 4 миллиона 100 тысяч рублей. У них здесь покрытие было в ужасном состоянии. Как они говорили, машины не могли нормально сюда заезжать, поэтому они обратились к правительству, которое среагировало и помогло в этом направлении. Ход ремонтных работ в рамках реализации программы контролируют работники администрации города Сухум. Работы ведутся в контакте с местными жителями, и в случае каких-либо замечаний принимаются необходимые меры. От администрации города Сухум мы хотим поблагодарить всех, кто вот сегодня на данном месте, где мы находимся, кто занимается благоустройством этого района, этого объекта, как говорится. Мы очень благодарны. Спасибо всем огромное, кто принимал в этом участие.
Жители домов номер 146 и номер 150 по улице Ардзенба уже рады новой дороге во дворе. Процесс бетонирования двора шел около 2 недель. Была проделана масштабная работа по выравниванию грунтового покрытия. Как поделилась жительница дома, раньше были трудности даже в том, чтобы заехать к себе во двор. Теперь эти проблемы исчезли. Трудности были большие, ямы, невозможно было ездить. Даже, вот знаете, ребенок, это внучка у меня, они живут в новом районе, зять лишний раз не хотел заезжать сюда просто, потому что машина ломалась постоянно. И я думаю, молодцы люди, которые поспособствовали вот этому, что все сделано было. И я очень рада, и все рады. Радости нету предела, как говорится. Все, спасибо большое вам за все. По словам Эраста Эшба, по улице Ардзенба план по благоустройству дворовой территории выполнен на 80%. Осталось только провести ливневые стоки и подключить их к общей системе канализации. Все работы будут завершены в течение недели. Ульяна Рожкова, Сергей Каджая, Абхазское телевидение. Министерство энергетики и транспорта Абхазии прокомментировало претензию компании «Аэроменеджмент» на не прошедший конкурсный отбор на реализацию проекта реконструкции аэропорта Сухум по возмещению расходов на подготовку проектной документации. Как отмечается в комментарии, по соглашению с Кабмином Республики обязательства по возмещению понесенных компанией «Аэроменеджмент» затрат осуществляется инвестором ООО «Инфраструктурное развитие», прошедшим конкурсный отбор на реализацию проекта. На текущий момент обсуждаются сроки и порядок компенсации. Информация о приобретении для нужд посольства Абхазии в России дорогостоящего автомобиля «Майбах» не соответствует действительности, сообщили в Абхазском посольстве. Уточняется, что сейчас на балансе посольства 3 машины – мини-вэн и 2 «Мерседеса» 2008-2010 годов выпуска. Автомобиль, о котором идет речь, принадлежит частному лицу. По закону сотрудники посольства имеют право использовать специальные номера на личном авто. Сотрудники ГАИ проводят беседы с водителями маршрутных такси о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Наиболее часто граждане жалуются на водителей маршруток, совершающих рейсы до пограничного пункта ПСО. Также продолжаются специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автомобилем нетрезвых водителей. Подробности в материалах пресс-службы МВД. Руководство УГАИ МВД Республики проводит беседы о необходимости соблюдения правил дорожного движения с водителями маршрутных такси. Как отметил в Рио начальник ГАИ Дамиавицба, сотрудники госавтоинспекции будут проводить такие беседы на регулярной основе. Наиболее часто граждане жалуются на водителей маршруток, совершающих рейсы до пограничного пункта ПСО. Именно с них и начали разъяснительную беседу. Авата ход истахор зымдырзагу. Уи арай нуко маршрутка койгулазик нас гудаута псо и бжурами шара сабря республиканская трасса шануп ижбот ибзена я ибзени шхич харабри праворуки машинки хазит сход нас. А я хепе таглаза аша абри хара агаи чуз звачкон чай. Я хаб букар хавайбор. Хахама цара парада хазату. Доусу айно и хочу дяцу жароб и племянник дяцу жароб. Избавь заре машина асхот дактон янузига штихи того пари знак анцау и бот айн тран видахан тран ви баджом. Вот и циялакзен хаварикан а спринтер па а трасса инузо. А кадара а ханати та машина хавата то замес анцади бе. Ай бачкун. Ну и ижне да. А хорак хамоб шешкана хала именно при шеш маршрутка как псо и нуко кузиги. Вот люди обращаются с жалобами, что водители маршрутного такси, это не всех касается. Есть кто правила соблюдает. Не бывает, чтобы все нарушали. Но обращаются, что водители могут дверь открытую держать, чтобы проветривалось. Пересекая сплошную линию в пути исследования неоднократно. Или кто-то выпивший, грубейшие нарушения делают. Так делать нельзя. Водитель, который грамотный, понимает, что так делать нельзя. Нарушает немало людей.
Вот наша просьба, вот к вам обращаемся, вот этих людей вы тоже знаете, к ним обратитесь. Из базы яха пригула пытвик, хай бештана джаба с базро, а джаба зипес яха обстазар аларца зонов, хачкон цачар, харабрау сува яха хачга абзи яка хцот, усами згздро да, зами хал шола усахве. Чтобы новостью не было, вот у меня тактика чуть такая своеобразная. Вот на сегодняшний день 190 машин стоят у нас на штрафплощадке, у которых мы взяли у водителей, которые были в алкогольном или в наркотическом опьянении. Вот вас тоже предупреждаю, что за вашими машинами нам придется за теми людьми, кто нарушает сильно. Мы будем ставить машину или по гражданке сотрудников милиции будем в вашу машину сажать, который будет в пути следования фиксировать нарушение. Если 3-4 раза сплошной доход на аварийную ситуацию создал, мы с такими водителями будем разговаривать иначе. Будем отправлять на экзамен и машины ставить на месяц. Мы понимаем, ваша работа очень сложная. А целый день на машине актора людей возить – это большой труд. Пассажиры тоже разные бывают, да, которые может с ума свести, а сиденье гвапком, а хава гвапком, а шора такой-то захта такой. Убегли за гелахка. А их вот глаза еще было, хочет хадгл. А я обоцвал харачара, харцхобека, не азбет и шурамна. Вот за 30 лет не было, что в месяц 10 человек погибло. Вот в этом месяце за 30 лет 10 человек погибло. А за 30 лет общее погибло 1700 человек. А во время войны, которые участники войны, я запрос сделал, мне интересно было. Во время войны погибло 1800 человек. Но они знали, за что погибают. А сейчас за что мы погибаем? За то, что мы хотим выпить, кайфануть и выехать на трассу, убить. Также руководители УГАИ встретились с водителями, осуществляющими перевозку пассажиров по городу Сухум, в частности по маршрутам рынок Киласур, рынок Новый район. Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения довел информацию о состоянии аварийности в районе, указал на допускаемые нарушения ПДД водителями транспортных средств, разъяснил причины и обстоятельства, в результате которых могут произойти дорожно-транспортные происшествия с участием водителей автобусов. В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма особое внимание было уделено особенностям движения при перевозке детей, их безопасному поведению в общественном транспорте. Очень много жалоб со стороны граждан, которые садятся на ваши маршруты такси. Кто-то двери не закрывает, кондиционер не работает, чтобы прохладно было. Кто-то пересекает сплошные линии, кто-то на красный свет проезжает. Такие моменты есть, спорить со мной смысла нету, думаю. Я вот сейчас пришел в виде беседы с вами поговорить, чтобы вы нас немножко поняли и немного помогли. О чем прошу с вашей стороны, насколько это возможно, и себе скажите, и людям, которые нарушают, хочу шараться, что из базар шарапкары лайф годзем и лазгу рацов я не чувствует, и закузу псов здором, за что погибаешь, не знаешь, а что шава, что хочу шанышку. И хочу предупредить, что мы с завтрашнего дня начнем, как говорится, за вами ездить. Мы даже по гражданке будем сажать людей, наших сотрудников, которые будут снимать ваши нарушения. Но акцент мы, если честно говоря, когда говорим за общественный транспорт, акцент мы будем ставить на людей, которые ездят именно на псов. Многие водители с пониманием отнеслись к проводимой инспекторами беседе профилактики. Они поблагодарили руководство ГАИ за оказанное внимание, пообещав оказывать максимальное содействие. В рамках мероприятия водителям общественного транспорта руководство госавтоинспекции напомнило о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского свидетельствования на предмет опьянения. Прокопенко Звяди Ванечкаевич, 1973 года рождения, житель города Гал, управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Эмиксузян Овсеп Атомович, 1963 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Кокоскерия Игорь Заканович, 1977 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Жиба Вадим Анатольевич, 1978 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Гуния Глеб Геннадьевич, 1989 года рождения, житель Ачамчирского района, управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Амичба Роберт Гурамович, 1981 года рождения,
рождения, житель города Ткуарчал, управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Адлиба Рустам Нодарович, 1974 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Хасай Осман Гарвашбеевич, 1987 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Воба Даур Хаджаратович, 1994 года рождения, житель Ачимчирского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Каримзадзе Рустам Бигалиевич, 1991 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Гайнудинов Геннадий Юрьевич, 1974 года рождения, житель Гулрыбского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Багасян Завен Аракелович, 1993 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Лисина Вера Михайловна, 1987 года рождения, жительница Российской Федерации, управляла автомобилем в алкогольном опьянении. Адзенба Инал Борисович, 1995 года рождения, житель города Ачимчира, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Марохи Лаврик Варламович, 1952 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Скверия Тимур Капитонович, 1979 года рождения, житель города Ачимчира, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Лакоба Давид Гивевич, 1982 года рождения, житель города Гудаута, повторно управлял автомобилем без документов в алкогольном опьянении. От медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ отказался. Хаджимба Алиас Юрьевич, 1982 года рождения, житель Гулрыбского района, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления наркотических средств. Мибони Рамаз Геннадьевич, 1976 года рождения, житель Гулрыбского района, отказался от проведения медосвидетельствования на предмет потребления наркотических средств. Ашуба Ахрам Джитович, 1979 года рождения, проживающий в городе Сухум, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления наркотических средств. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики. 2 факта хранения наркотического средства выявили сотрудники управления внутренних дел по городу Сухум. Наркотики изъяты, возбуждены уголовные дела. Далее оперативная съемка МВД. 2 факта незаконного хранения наркотических средств выявили сотрудники 1-го отдела милиции УВД по городу Сухум в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий на подведомственной территории. Уже готовы к инъекции наркотик, как установлено экспертами, метадон сотрудниками милиции изъят у жителя столицы Аргун Роланда Илларионовича, 1980 года рождения, который был задержан по улице Эшва в городе Сухум. Аналогичный сильнодействующий препарат изъят и у 2-го задержанного Квиквискири Капитона Рудольфовича, 1989 года рождения. Свой шприц с наркотическим средством мужчина хранил в ручной клади. В отношении вышеназванных граждан за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотического средства без цели сбыта возбуждены уголовные дела, расследование которых проводит отдел дознания столичного УВД. На время предварительного следствия подозреваемый ограниченный подпиской о невыезде. 14 граждан, осуществляющих коммерческую деятельность без лицензии на туристических объектах Ритинского направления, привлечены к административной ответственности. Профилактические мероприятия были проведены с 1 по 3 августа сотрудниками подразделения милиции общественной безопасности УВД по Гагарскому району. В МВД отметили частые жалобы от отдыхающих и жителей республики на навязчивое, даже агрессивное предложение разных услуг. К примеру, попытки потребовать деньги за фото в общедоступных местах. Абхазия приняла участие в международном фестивале искусства, культуры и гастрономии в Никарагуа. Одним из самых крупных международных фестивалей центральноамериканского региона прошел в Республике Никарагуа с 3 по 4 августа. Гостей из 37 представленных на фестивале стран угощали домашней чачей, аджикой и сыром. На главной сцене фестиваля абхазский женский и мужской традиционные костюмы. Открыли показ национальных костюмов стран-участниц фестиваля. Абхазский павильон посетили советник президента Никарагуа Камила Артега, министр культуры Никарагуа Рамон Родригес, представители различных правительственных ведомств и дипломаты, аккредитованные в Никарагуа.
Минувшие выходные завершился второй Пицунский международный музыкальный фестиваль. Мероприятие, которое ежегодно собирает музыкантов и поклонников искусства, завершился с громким успехом. В этом году в нем приняли участие 35 солистов из разных стран, включая Абхазию. Художественный руководитель и создатель фестиваля, выпускник Московского государственной консерватории имени Чайковского Барас Куджба. Все вырученные средства с концертов пойдут на обновление концертного зала Пицунского храма, включая приобретение нового светового оборудования. На ярком закрытии фестиваля побывала Сария Кварацхелия. Второй международный музыкальный фестиваль – это в первую очередь большое музыкальное событие для нашей страны. Диалог культуры между музыкантами со всего мира с акцентом на богатое музыкальное наследие Абхазии. У артистов была возможность предоставить зрителям 24 номера – инструментальные, вокальные и хоровые композиции. Мировые шедевры звучат в Пицунском храме не в первый раз, а сила и мощь этого особенного места усиливает наслаждение музыкой. Художественный руководитель и генеральный директор фестиваля – молодой пианист и дирижер Барас Куджба. У Бараса во время нашего интервью были смешанные чувства. С одной стороны, фестиваль прошел с огромным успехом, с другой – сложно осознавать, что эти 6 дней так быстро пролетели. Барас уверен, что фестиваль оставил у зрителей массу впечатлений и положительных эмоций. То, что мы делаем, это вызывает у людей очень теплые, добрые чувства. И для нас это самое важное. Мы музицируем, да, общаемся с музыкантами из разных стран и влюбляем их в наш город. Для меня, как художественный руководитель фестиваля, наверное, это самое главное, что людям нравится, что людям будет что вспоминать. И хотел бы выразить всем нашим спонсорам слова благодарности и также всем нашим артистам. Без них это было бы невозможно представить. И, конечно же, наших жителей города хотел бы отдельно отметить. Это прекрасный город, и наши жители города, скажем, с удовольствием способствовали тому, что все проходило легко, да, и, как говорится, и фестиваль, так скажем, работает на город, и город работает на фестиваль в дальнейшем. Я надеюсь, что будет более плодотворное сотрудничество. На завершающем концерте было много сюрпризов. Например, артисты из России и Армении Богдан Гуйнок и Жан Мартиросян исполнили вместе с государственной хоровой капеллой абхазскую народную песню «Ауарден». Богдан в Пицунде впервые. И спеть абхазскую песню перед абхазским зрителем для меня большая честь, отметил он. В этом году мне удалось попасть на этот прекрасный фестиваль, и его устраивает мало того, что это мой друг большой Барас, но и прекрасный музыкант, великолепный дирижер. И для меня, конечно, это большая честь, потому что здесь собрались молодые артисты прекрасного уровня, и это очень круто. Впервые в Пицунском храме прозвучала и китайская скрипка эрху. Независимо от того, быстрый или медленный музыкальный темп, инструмент производит звук бесподобно красивый, но все же грустный. Играла на эрху китаянка Джо-Джо, которая с большим удовольствием приняла приглашение на участие в этом музыкальном фестивале. Я выпускника Московской консерватории, и я не первый раз приехала в Абхазию. 2 года назад я с камерным хором Московской консерватории уже ездила и пела уже в этом великом храме. Для меня это
большая честь участвовать на таком фестивале, потому что в этот раз я не только как хоровой дирижер, а и как солист. Солист китайский народный инструмент эрху, чтобы показать абхазский народу китайскую народную музыку. Пицунский храм был заполнен людьми. Зрители бурными овациями встречали артистов. Я в восторге, правда. Мы второй день в Пицунде только с семьей. И меня переполняют чувства. Мы все плакали. На самом деле стоило приехать сюда не только ради моря, но и ради этого фестиваля. Спасибо большое. Просто потрясающий. Попали случайно, приехали погулять в Пицунду и увидели, что здесь последний день фестиваля, и, конечно, не прийти было невозможно. Эмоции зашкаливают. Просто вот как бы такой полноценный концерт уже давно мы не смотрели, поэтому потрясены. Нам все очень нравится. В завершении вечера Барас Кужба напомнил, что артисты из Абхазии, России, Турции, Китая, Азербайджана, Беларуси и Армении представили 9 концертных программ за 6 дней. Он поблагодарил всех участников и отметил, что порадовавшие зрителей музыканты приезжают в республику как друзья и очень верят в этот проект, в фестиваль и в нашу страну. Сария Кварацхеля, Музафар Астанов, Абхазское телевидение. Танцевальный коллектив «Марзакан» примет участие в международном фестивале современной этнической культуры «Руссвет», который пройдет в городе Красногорске с 8 по 11 августа. Участниками фестиваля станут более 500 артистов из 30 регионов России и стран СНГ и БРИКС. Ежегодно представительство Россотрудничества оказывает содействие в отправке молодых граждан Республики Абхазия для участия в различных блоках этой программы. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 6 августа, на территории Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные осадки, гроза. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем плюс 27-32. Температура морской воды плюс 28 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.